Сегодня Павел Астахов проинспектировал детские дома и реабилитационные центры Сыктывкара. По реакции руководителя учреждения было видно, такого они не ожидали. Репортаж Светланы Некрасовой. Павел Астахов передвигался стремительно, но при этом успевал осмотреть все и найти недостатки. В Республиканском центре реабилитации подростков имени Морозова в местечке Лемьё детского омбудсмена смутила лестница. В заведении лечатся колясочники. Им такую преграду никак не преодолеть. Поднимаем на руках. В руках? Да. Подъемника нет. Вот Астахов фотографирует лестницу на мобильный. Сегодня таких снимков было немало. В спортзале, например, объектива удостоились кольца. Веревки протерлись и вот-вот могут рухнуть. Объяснение директора о том, что снарядом не пользуются, омбудсмены не успокаивают. Дефицит шпагата. В детском доме номер 1 у омбудсмена было только одно замечание – здание старовато. В остальном условия проживания детей вполне достойные. Поэтому на фотографиях Павел Астахов запечатлел детские поделки и спортивные кубки. В Кочпанском интернате тотальной проверке подверглись спальни. Уполномоченный по правам ребенка внимательно осмотрел шкафы с одеждой, окна и постели. В спальне девочек детский омбудсмен нашел пылесос, которого, по сути, здесь быть не должно. Пылесос всегда главный житель спальни почему-то. Почему, не понимаю. Позже на встрече со студентами Сыктывкарского госуниверситета Павел Астахов скажет, ему обязательно нужно самому побывать в детском доме, заглянуть в каждый угол, чтобы понять, как там живется ребятам. Еще он не любит закрытых дверей, всегда просит их открыть. Стремительность тоже необходимость. В России больше 4000 детских учреждений. За 2 года работы Астахов объехал 900. Впереди море работы. Кстати, визиты не проходят бесследно. Почти 200 человек уже лишились своих мест. В их числе министры и вице-губернаторы. Я не, понимаете, не каратель какой-то, который приехал всех наказывать. Нет. Но, вы же понимаете, в нашем обществе, в нашем государстве, если ты не будешь наказывать, если ты не будешь требовать, ничего не исправится. Впрочем, в память о поездках остаются не только приятные воспоминания. Из Коми Павел Астахов увезет целую корзину подарков. Например, аппликацию своего тезки Астахова Данила из детдома номер 1 и вышитую бисером картину воспитанника Кочпанского интерната Дениса Кузьмина. В Москве повешу вся книга. Светлана Некрасова, Игорь Данилов, телеканал Юрган.